За кашами закрепилась репутация детской еды. Взрослые не особенно пристально следят за присутствием их в меню и все чаще предпочитают на завтрак бутерброды или хлопья. Но позитивно ли это влияет на наш организм? Как показали научные исследования, такой еды нам катастрофически не хватает, причем и бедным, и богатым, в разных странах с разным уровнем развития и достатка. Дело, конечно, не во всех кашах, а в определенных крупах. Беларусь расположена в регионе с критической нехваткой цельного зерна в рационе. Я сторонник и носитель мнений Всемирной организации здравоохранения. Она говорит нам следующее, что цельное зерно в рационе показано. Цельное зерно – лидер среди продуктов по содержанию клетчатки, богато витаминами и минералами, и как следствие очень благотворно воздействует на организм. А именно, нормализует давление, снижает холестерин в крови, улучшает пищеварение, нейтрализует последствия стресса, замедляет процессы старения. А кроме того, служит профилактикой диабета второго типа, болезней сердца, воспалений. И такая еда должна занимать четверть вашей тарелки. После обработки зерна зародыш, то есть основная часть витаминов и минералов, и зерновая оболочка, она же отрубье и клетчатка, удаляются. Так что в мучном, макаронах, а также в рафинированных крупах типа манки, перловки полезностей почти не остается. Многие уверены, что едят цельнозерновой хлеб или мюсли из мультизлаков, и этого достаточно. Но часто ЗОЖ-маркировка просто удачный рекламный ход, а цельное зерно, если присутствует в продукте, то в минимальной дозе в составе муки мелкого помола. Если говорить про пользу для организма, то для него лучше съесть цельный злак, цельную крупу. Мюсли – это все-таки обработанное, то есть какая-то часть пользы от этого злака уходит в производственных условиях. Здоровые каши – это не хлопья быстрого приготовления, а традиционная гречка-ядрица, булгур, цельные овес и ячмень, киноа, кукурузная крупа, полба, проса-дранец, нешлифованный рис.